К сожалению, мы не делаем свою судьбу народа. Она сегодня принадлежит русским. Это наша Но трагедия. мы сейчас как бы ее делаем в любом случае, по крайней мере, медийно, информационно. Ну да. Так, еще вопросы, если есть? Так, вопросов нету. Дома единственная наука – это религия. Там больше науки нету. Да. Это положение надо исправлять. Так, Тесла Тойзен, когда сказал в начале разговора насчет того, что мы смотрим на космос, и все это прошлое. То есть, по сути, так и есть. Мы действительно видим космос вот с Земли, да, своим невооруженным глазом. Это все прошлое. То есть, даже Солнце мы видим 8 минут назад. То есть, ну, теоретически, если оно погаснет, 8 минут мы этого не узнаем. То есть, ну, по теории, понятно. У меня в детстве, в юношеском максимализме была идея для книги фантастики. Знаешь, какая? Это когда мы придумали технологию, и там мы способны отлетать на огромные расстояния, фокусировать свет и видеть там Землю там 5, 4, там 3 миллиарда лет назад, там миллионы лет назад, чтобы там динозавров посмотреть. Ну, в детстве была идея такая, для такой книги. То есть напомнил мне этим прошлым то, что свет доходит. ну ты не первый с такой идеей, я уже в фантастике ее встречал. Там, правда, не ты как бы отлетаешь, а, кстати, более, скажем так, реалистичная картина, где-то, например, на расстоянии там 1000 или 2000 световых лет от нас живут инопланетяне, у них там очень мощные продвинутые телескопы с огромными там, не знаю, километровыми зеркалами, которые специальные там, не знаю, квантовые компьютеры, все эти искажения там, они устраняет, пропуская через себя, и можно оттуда прямо наблюдать Землю, скажем, как с высоты, например, со спутника. И вот у них есть вся наша история в течение, например, этих 2000 лет, видеозапись с высоты птичьего полета, скажем так. Ну, согласись, было бы круто, если бы это было бы реально возможно. Классно бы посмотреть, конечно, и на динозавров, и на все на свете. Вот это вот. Ну, на динозавров не знаю, потому что если слишком далеко, то ты не получишь такую четкую Ну картину. да, свет сфокусировать, там такое зеркало должно быть размером с полгалактики, я понимаю. Я именно вот в фантастическом варианте, не в реальном, потому что я понимаю. А вот так, если пофантазировать, помечтать, было бы здорово, конечно. Да, конечно, Ну, конечно. а фантазия не имеет границ, как нам известно, так что пофантазировать можно. Нет, то есть это как раз таки не фантазия. Ну, до 2000 лет, там, световых лет вполне реально. Там, километровое зеркало там, со специальными камерами. Вполне, это никакая не фантастика даже. Это вполне себе теоретически возможная научная разработка. Там нет ничего этого особенного. Ну, я Технически также мы... на днях, я теж извиняюсь, я перебитался, да, я думаю, всегда ты закончил мысль, Это ладно. не попадаем по пингу нас с тобой, разве, наверное? Да, в Counter-Strike ты меня замучил бы. Да. Я тоже на днях, опять же, прочитал, я не знаю, как они эти исчисления делают, это какая-то организация научная, то есть вычислила, что нашей планете они еще дают миллиард лет существования, пока она полностью как бы не станет безжизненной, наподобие других планет Солнечной системы. То есть мы еще в запасе миллиард лет имеем. Не знаю. Я могу, то есть, тебя спекулятивной альтернативной теории разочаровать. Нет у нас не миллиард лет, потому что современная теория гравитации – это стандартная модель, принятая там, догматизированная и официальной наукой принятая. Она считается, что вот, мол, 4,5 миллиарда лет назад была вот такая туманность, газ, вот этот газ и частицы, они все как бы под действием гравитации друг к другу притянулись. Вот так, как когда ты снежок делаешь рукой, вот так же какая-то невидимая рука его сжала, нарушив все вот эти законы термодинамики, кстати, потому что когда ты что-то пытаешься сжать, оно
тепловое расширение противостоит этому. И вот так, преодолев вот этот тепловое, скажем так, противодействие, вот жал, получил вот так Солнце, потом вот эти газовые туманности, которые, скажем, в этом диске туманности были, они в планеты превратились, и вот так мы как бы сформировались 4,5 миллиарда лет назад. Короче. И, естественно, размер Земли, что тогда, что сейчас, он как бы незначительно изменился, ну там еще метеориты попадали, там, но это несущественная добавка, скажем так, к этому, к общей массе нашей планеты. Это стандартная модель. А есть альтернативная модель, которая тоже разные эти, имеет доки, кстати, свидетельства и может тоже похвастать мощнейшей базой, но о ней не принято говорить, и она неофициальная. То есть, как когда-то официальная была у нас Птолемеевская система, где наша планета находилась в центре, и вокруг вращались вот эти небесные тела. Там моряки ходили, мерили высоту над горизонтом Солнца, и вполне себе четко ориентировались в море, там просто небольшая ошибка набегала, это называлось эписайклс, то есть эпициклы. А так это все работало, там, они в Индию летали, не летали, а ходили на кораблях, и в Америку, и все это работало. А вот неофициальный, который Коперник, там, Джордано Бруно, которого сожгли, это было то, что нет, наша планета вращается вокруг Солнца, и этим способом вот эти эпициклы, они не нужны. То есть можно по новой рассчитать, эти таблицы сделать. Вот так же и сейчас вот мы на две эти модели. Одна вот такая из газовой туманности все это образовалось. Кстати, это довольно старая теория, и эта газовая модель, она еще Лапласа предложена. Лаплас – это французский математик, где-то конца 18-го, начала 19 века. Да, он еще с Наполеоном, кстати, встречался. То есть примерно в это время он жил. Такой известный тогдашний математик. Tesla maršal tuši, если что, saludu šo, Abdullah Шволча, Ворса. Маршала. Я маршал. Юйцара мира. Ага, что у тебя там было? Бэтл был с этим. Да. Я что короче. Обсуждение. Да, не будем отвлекаться на Китай. В общем, вот этот Лаплас, он вот придумал эту теорию появления Солнечной системы из газопылевой туманности и так далее, так далее. Он был математиком. Я считаю, вообще-то математиков надо подальше держать от физики. Они пытаются физику все время приватизировать и какие теории дикие придумывают, только их можно математически обосновать. То есть они красиво, формулами можно их обосновать, это у них повод эту теорию считать правильной. Когда Наполеон, кстати, спросил этого Лапласа, а что ты в этой своей образовании Солнечной системы из газопылевой туманности Бога почему не упоминаешь? Этот Лаплас ответил, что он в такой гипотезе не нуждается, в общем-то, города такой, так что был такой атеист-безбожник с точки зрения наших дорогих друзей мусульман. Я просто продолжу, что вот эта вторая теория газовой пыли, вот эта теория появления из газопылевой туманности, она с очень большими огрехами. Она нарушает вот эти законы термодинамики, она вот эту гравитацию, как бы ей волшебные такие силы придает здесь, ну просто такие. А есть так называемая теория растущей Земли. И вот я, как альтернативщик, считаю ее более правильной. Она объясняет, почему у нас дно Мирового океана, где оно моложе, чем в центре, так скажем, где глубже, там это дно моложе, чем по краям. То есть наша Земля постоянно растет. И вот эти вулканы, все, что она горячая внутри, это тоже, потому что это тепло, оно никуда не уходит, оно там нарабатывается. То есть в этой теории наша Земля растет. И, кстати, в эту же теорию входит отлично вот эта идея динозавров. То
То есть, когда были динозавры, Земля весила меньше, гравитация была меньше, и такие здоровые организмы вполне могли себе существовать. Сейчас здоровые организмы в виде кита могут только в воде существовать. На суше они не могут, они слишком тяжелые, они просто не смогут себя таскать. Или мышечные эти, их структуры, скелетная структура не выдержит, скажем, органика просто То не есть, выдержит. то есть хочешь сказать, что чем больше будет Земля становиться, тем больше будет вот давление ее как бы притягивание к себе. Нет, Понимаешь, чем да? больше будет становиться Земля, тем она будет разогреваться и в конце концов превратиться в звезду. У нас будет, как и большинство вот этих звездных систем нашей галактики, двойная, тройная. Но раньше нас Юпитер превратится в звезду, например. Сатурн тоже превратится в звезду. Вот так вырастет. И, не знаю, на какой-то из них перейдет, скажем так, вот эти токи Беркенланда, так называемые, которые текут вот из этого центра галактики, из-за которого типа наше Солнце горит. Но альтернативная идея, там она все объясняет, и это, то, и гравитацию объясняет, альтернативная физика. И есть не одна альтернативная физика, есть множество, есть эфирная, есть электрическая, есть какие-то там гибридные, и то, и все. В общем, их много очень. Ну, Есть, Тесла, для роста нужен какой-то ресурс иметь, например, для роста Земли он из да, чего? объясняю, как это по этой теории эфирной, эфир втекает в нашу Землю на скорости где-то 11 километров в секунду. Эфироны, эти, скажем так, самые-самые элементарные частицы, скажем так, из которых все состоит. Втекает в Землю, в центре Земли, они как бы сталкиваются, образуется новая материя, отсюда там эти водород, нефть, там разные эти, которые постоянно поднимается из этого центра. То есть мы растем из-за того, что втекает эфир, и наша Земля разбухает. В конце концов превратится в такой размер, что она превратится в Солнце, будет гореть как Солнце, потом, не знаю, произойдет взрыв какой-то сверхновый, снова, и все вернется опять-таки к этому. То есть некий такой цикл. Тогда как стандартное ничего не объясняет, стандартные гипотезы, вернее, стандартные модели современной физики, Солнце выгорит, а дальше что? Откуда вот эта энергия внешняя? Нужна какая-то внешняя энергия, чтобы снова все запустить. Но сюда вписывается черная материя как раз таки. Нет, темная материя нужна не для этого, Темная. она нужна объяснить вот этот разлет гравитационного воздействия. Но как я уже, наверное, много раз говорил, в нашей Солнечной системе вот мы на ней эту идею гравитационного вот этого влияния планет под этим предводительством главного муллы Ньютона тогдашнего мы попытались объяснить. То есть вокруг Солнца крутятся вот эти планеты, они все время как бы падают на него. То есть Солнце их притягивает, и они как бы по чуть-чуть с каждой орбитой чуть-чуть ближе подходят, короче, и так крутит, но это чуть-чуть настолько мизерно, что там им надо миллионы лет, прежде чем упасть на Солнце по этой стандартной модели. Из-за этого они сделали математическую, там, постоянной гравитации, математическую модель, как это все делается, вывели формулы, хорошо устроились, вот так смотрели, а потом раз появились вот эти телескопы, способные заглянуть уже там на галактическом масштабе, рассматривать. Ну, они попробовали, как там в галактике крутятся вот эти звездные системы вокруг центра. Ну, естественно, решили, что наша универсальная классическая рассчитанная небесная механика, ее можно и в галактическом масштабе применить. И то же самое решили, что там вот галактики, вернее, солнечные звездные системы, которые дальше от центра галактики, они должны крутиться медленно, а те, кто ближе, быстро, короче. И вот мы опять-таки убедимся, что наша физика правильно работает, и что стандартная модель тоже основана на правильных расчетах.
Но когда они вот эту диаграмму сделали, вращение разных звезд, у них глаза на лоб полезли, потому что многие звездные системы, которые дальше находились от центра, они иногда вращались быстрее, чем те, что ближе. То есть там царил полный разнобой. Эти быстро, эти не быстро, те, кто в середине, медленно, те, кто дальше, быстрее. То есть гравитация ничего это не объясняла. И вот на ту, кривую, которая должна была быть по графике, они наложили, там разнобой был просто-таки на несколько порядков. И вот им пришлось придумывать вот эту материю, чтобы гравитационное влияние невидимой нами, неощущаемой нами некой материи, которая только через гравитацию может воздействовать, оно компенсировало вот это движение. Ну и понятно, еще темная энергия тебе нужна, потому что там же у этих звездных систем мотора нету, чтобы их разгонять и вот этот разнобой создавать. Поэтому принято считать, что темная энергия тоже их так расталкивает. В общем, там они наплодили множество разных чудес, чтобы попытки спасти вот эту ньютоновскую гравитацию. А так называемые черные дыры, там какие процессы действуют? Черные дыры – это уже Эйнштейновская физика породила. Это уже не Ньютон, не гравитация. Ну, гравитация там тоже, конечно, используется. Черная дыра – это просто некая звезда, размер которой превышает, например, массу Солнца в 5-6 раз. Это по Шкловскому. Это знаменитый вот этот ученый Шкловский, инопланетян, который любил изучать. Он также был астрофизиком и вот эти как раз таки черные дыры описывал в своей книжке. И вот он утверждает, что 5-6 раз больше нашего Солнца, если звезда массу имеет, то у него в какой-то момент она может коллапсировать, и ее внешняя оболочка, со скоростью света рухнет в центр. Именно, то есть звезда обрушится сама в себя со скоростью света под воздействием вот этой чудовищной гравитации, скопившейся материи там в одном месте. И вот это, уже когда в этот момент мы как раз-таки переходим в специальную теорию относительности, где если что-то движется со скоростью света, то для наблюдателя вне этого действия, для него бесконечно удлиняется, время замедляется, а для того, как движется скорость света, оно укорачивается. То есть, да? Поэтому мы, как внешние наблюдатели, глядя на обрушившуюся скорость света вовнутрь себя звезду, мы ничего не увидим, потому что там не покинет ее свет, ничего, и она будет для нас как бы чуть ли не вечность на саму себя обрушиваться. Фактически звезда не исчезает, а в другом времени находится. Отсюда вот эти движения, горизонт событий, там то все. Если масса звезды чуть-чуть поменьше, она в черную дыру не способна, то есть у них есть какой-то предел, который им говорит, вот с этого предела массы звезда превращается в черную дыру, а если она меньше этого предела, то в нейтронную звезду превращается. И эту массу они все время так двигают. То у них при Шкловском было, я не помню точно, 4-5 масс Солнца, теперь у них это то ли 9-10 масс Солнца. В общем, они сами не могут никак решить, сколько же нужно звезде массы, чтобы она превратилась в черную дыру. Это у них до сих пор, короче, такой, как слайдер на этом, не знаю, на пульте. Они его туда-сюда, туда-сюда, то больше, то меньше. Никаких расчетов по этому поводу у них, я думаю, точно нет. Армат, ты слышишь? Я объясню, я пытаюсь сейчас переварить туда. Ну, довольно элементарно, он довольно. Так что если Нет, что-то это движется, если что-то это движется... понятно. Ты просто Тесла немного сумбурно рассказал. Налил Не, мне много со всех сторон. Не, мне само объяснение, оно мне понятно, просто у меня привычка, если даже мне понятно, я стараюсь как-то, это как бы создать что-то из этого представления, знаете, какую-то картину для себя создать. Но ты не сможешь создать картину, потому что она неверная. Ну, понятно, но от твоих слов
Картина от твоих слов. Ты художник. Да-да, ты можешь эту картину, специальной теории относительности, там, довольно интересный пример. Вот ты стоишь, ты стоячий наблюдатель по отношению двигающегося со скоростью света в ракете твоего близнеца, там, пример близнецов, Юпитер. Он летит, и, скажем так, у тебя могут тысячи лет пройти, а у него на корабле там, ну, не знаю, 5 лет пройдет. Здесь зависит от его скорости. Чем ближе к скорости света он летит, тем у него время короче, чем у того, время внешнего наблюдателя, оно больше удлиняется. То есть то же самое происходит, когда звезда коллапсирует со скоростью света внутрь себя, то есть ее внешняя оболочка, она же со скоростью света обрушивается к центру звезды. И для тебя то же самое получается. Тот, кто находился бы, к примеру, на этой самой оболочке, это тот близнец, который в ракете, а ты снаружи наблюдаешь. То есть для тебя этот момент времени, он длится очень долго, поскольку вот это обращение, оно считается очень близким к скорости света. То есть, следовательно, там это дело будет миллионы, еще не знаю, сколько-то миллионов лет. Звезда обрушивается и вышла из твоего нормального хода времени и существует в некой временной капсуле, которую не может покинуть ни свет. Из-за этого это место тебе кажется темной дырой, черной дырой. То есть это все по Эйнштейну как бы отсюда выведено. Ну, это то же самое получается, как бы наблюдать быстро движущуюся машину со стороны. Так ведь? Да, но только вот эти релятивистские вот эти эффекты, они только появляются при релятивистских скоростях, скажем так. Вот, 1000 километров в секунду, например, или 500 километров в секунду, там уже поправка в этом уравнении как бы довольно значительная. То есть уже играет значение. Там на скоростях до этого, там, я не знаю, 10 километров в секунду, 50 километров в секунду, классическая ньютоновская механика все еще приличный, точный расчет дает. Ну, это опять же тот самый момент, когда говорят, что глаза обманывают. Так, давайте вернемся к нашим литературным делам. Пармат у нас, я думаю, уставший, не будем мы на нем эксперименты ставить. И в следующий раз будем его писательскую карьеру продвигать. Но идеи-то он может мне дать. Хаймерс, ты можешь литературную идею сгенерировать? Так, он нас не слышит. Тесла, Маршал Тесла. Что обсуждаем? Кузема, Маршвола. Кузем, а ну-ка, подай нам какую-нибудь литературную идею. У меня есть банк идей, я туда записываю. Какой тип книги тебе хотелось бы прочесть? О чем эта книга должна быть? Какое там действие, в какой эпохе, какие должны быть герои, что за конфликт? Дало бы описать. Своими словами, коротко. Ну, знаешь, мне вот именно нравится в основном эпоха, и, конечно же, именно прошлого века, да, 20-го, либо же эпоха наполеоновских времен, либо же эпоха, ну да, даже вот есть «Три мушкетера», да, или «Граф Монте-Кристо», вот это получается 17 век, либо 15, вот эти века, очень интересно можно писать. Но в последнее время вот есть «Илиада» Гомера, и очень мало вообще книг написано про эту эпоху. То есть можно было, это такая тема, такое место для, так сказать, масштаб большой, там Греция, Древний Рим, Римская республика, Римская империя, можно там, ну, очень мало произведений, которые
просто фэнтези тоже, это же получается, в какой-то степени будет фэнтези, потому что данные, конечно, исторические есть про это, но что это какие-то конкретные исторические персонажи, такого не будет. И ты имеешь в виду вот это позднее средневековье, там уже, когда уже аркебузы там на шпагах дерутся, вот и европейские, позднее средневековье чухо или наполеоновское, да? Ну, Богол Ючуса, да, либо же еще раньше, намного, именно до христианизации Европы. Вот в наше время полно фантастики, фэнтези, там, постмодерна и так далее. А таких книг давно не выпускали, именно про раннюю эпоху, да, человечества. Ну, если ты имеешь в виду вот этот промежуток, когда Римская империя распалась, 6 век это, по-моему. Он еще раньше имеет в виду Тесса, по-моему. Нет, Он имеет в виду... есть мутный период европейской истории, который до христианизации. Который... Но он два периода назвал. Он это назвал, еще позже он назвал Грецию назвал еще. То есть, как я понял, он имеет в виду времена греческой цивилизации, когда был Аристотель, те времена. Ну, опять же, это мифология по большой своей части. Нет, это действительно интересный вопрос. Почему вот киноделы, они концентрируются на каких-то там этих эпохах. Вот Мабагар, у нас же огромные, не знаю, 5-6 тысяч лет письменной истории, мы много чего знаем, но концентрация там именно на римской, например, эпохе. То есть про Древний Рим, там Яхкиношук, или наполеоновские войны, там, 19 век, или Древняя Греция, есть множество, там, Троя фильм, это же про Древнюю Грецию как раз. Можно, кстати, было еще, я не знаю, фильмы есть, но книги, конечно же, есть, но тоже в малом количестве про именно японскую историю, про там, времен Нобунаги Оды, да, объединение Японии, как вообще к этому можно, ведь, опять же, есть территория для этого, для размышления. Опять же, но не обязательно какие-то исторические, чтобы эта книга была историческая. Можно просто взять те атрибуты, те качества, имеется в виду, те вещи из той эпохи и все нафантазировать, создать персонажей и так далее. Боб Кетонс, ты имеешь в виду, я тоже об этом думал, и мне кажется, и вот этих исторических фильмов, их не так много именно потому, что появился жанр фэнтези, и у людей появилась возможность весь этот исторический антураж переносить туда, и там действие все происходит. Вот этих фэнтезийных исекаев, их же огромное количество. Японцы, кстати, не умеют исторические фильмы снимать. Они очень крутые анимешные фильмы снимают, но именно художественные фильмы это не их. Они сами жаловались и сами говорили, что Япония не снимает хороших исторических фильмов. Запад лучше про них снимает, про их историю. Да. У них что-то, видимо, какое-то что-то культурное этим. Что это может быть, я не знаю, если у кого есть мысли по этому поводу. Может, Холмик, царь Тесла, у них же раздробленность была, и каждая территория, когда это объединение было, каждая территория по-своему уже входила. Может быть, из-за этого там разные точки зрения на какие-то события. Для кого-то царство добрых угодно, для кого-то. Это интересное объяснение, что они не могут как-то договориться, кто там это. Да, кино якшан, дик был идется спор видимо, из-за этого. Из-за того, То есть имеется в виду династии, потому что у них там разные династии будут, то есть множество королевств. Не то, что династия, а по местам. То есть, например, сама не знаю. Ну, местечковые вельможи, так сказать, свою историю каждый писал по-своему. Плюс царство яйца культур. Их же сейчас выставили массовой культуре, благородство туда-сюда. Но по факту те же самураи для них скорее паразит, кажется.
вышли, убили кого-то, это можно, они, ну, их, конечно, романтизируют, со собой герои же царь нормальные такие, благородные, царь, бусидо, каэр, но по факту Хаджари это не все так романтично, как Голливуд там раздул. Я сформулирую твой этот вывод в двух словах. Значит, они как бы стесняются своей истории, но не считают, что там были какие-то благородные люди, которых можно было экранизировать, или какие-то благородные дела, чтобы можно было это все экранизировать. Из этого вот этот блок у них на свою историю может быть. Но согласись, что фестиваль, ши, хотя исторически, он шай историч, ларьеш бухаешь, если. Просто, наверное, они не хотят что затрагивать диатрия. Там в аниме они очень так расходятся, сям, там, кодексы чести, туда-сюда, аж хамдыца. Ну а в целом, если смотреть, по факту, вообще, фактически информация, они знают ее лучше, чем мы, наверное. Поэтому для них она не настолько радужная. Вчера... Не романтическая, да? Не романтическая. Да. И Стефан Пармата Гяндрас, фильм Ди «Последний самурай». Вот во всем мире в прокате нормально выступит делается, но именно в частности Японии, несмотря на то, что они жаловались, что там вообще нет ничего от истории туда-сюда, это вообще полностью неправда. Я обсирать Турция раз фильм. Но в то же время он у них огромным спросом прошелся, и что возвеличить Том Круз там из-за того, что он там играл. В принципе, честь показать, в принципе, с хорошей стороны показать, и схватить кадрца, а по факту исторические данные, там вообще все из истории там ничего я обсирать Турция. В частности, из фильма. И цитейпа фильм аз еще говорил, Пармату, в культурах, человек кударыс. Да, у нас вроде бы поблагороднее, то есть нам как стесняться особо нечего. Но возможности сейчас, у них есть возможности, но нет. Часто там может быть, знаешь, что еще? То, что мы вот можем, как бы сказать, не стесняясь, показать свой кодекс поведения, на примере азиатских стран, Японии, Китая. Китай мою огромную, то есть одна из древнейших цивилизаций на этой планете, чуть ли не с греческой. Китайцы развивались у себя. То же самое порох они придумали, то есть у них было свое развитие. Но эти люди на своем материке, на этом азиатском, они между собой воевали несколько тысяч лет. И по сути, как я думаю, и поэтому с Европой у них каких-то контактов долгое время не было притык нашему эра. То есть, когда началось? С 19 века вот это, когда-то Англия попала. Ну, до этого же Ну, не еще было никаких контактов с Туда Западом. португальцы еще в 17 веке. Ну, это такой, да, попали и забыли про них. Как пошло потом как бы совместный обмен всего этого. Ну, понятно, шелковый путь, все это понятно. Но, то есть много тысяч лет сам Запад, по сути своей, и вот эта Азия, они как бы отдельно друг от друга развивались, и каждый там между собой какие-то разборки проводили да, несколько тысяч лет подряд, убивая друг друга по сути своей. А у нас такой истории нет, насколько мы знаем, чтобы мы То есть, как бы... А. а чем ты объяснишь вот такое увлечение, вот непрерывной продукции, юптари, анимешной, выпускать же японцы? Тысячами в год. В чем интерес? Деньги. В чем причина? Ну, больше я склоняюсь к тому, что там чисто такой финансовый интерес. Если это как бы потребитель потребляет, то есть они просто идут по финансовой своей дорожке. Если завтра запрос у народа будет другой, они свободно на что-то другое придумают. Я не думаю, что это связано на каких-то исторических каких-то потребностях. И у них это хорошо получается. Если бы ты снимал фильм про вот Ахмабар, чеченскую историю, нахскую историю, то о чем ты его снял бы?
Ой, настоящее у нас такое себе, он Бадыгдиза. Я бы, скорее всего, попытался бы снять что-нибудь о истории нашей. Не 100 лет, а где-то глубь 1000 лет, скажем. Попытался бы понять, что происходило с нашим народом. Өзін Бахқа. Вот у меня была идея именно насчет вторжения именно в Аланию, там, Тамерлане, походе уже, с этим периодом, что снять, либо же написать те же произведения про то, как, допустим, крестоносцы же в то время были, и может группа или некоторое количество, или может и личность именно крестоносцев взять, наш народ именно вой культуры цани. И третья сторона, вот эти бусурмане, Эржби нападать же. И там вообще трагичный конец, по сути, был бы. Трагичные Ну, произведения смотри, по своей сути. А так исторически цачуах изложить, и там очень много, очень большая потенциальная, и очень большая такая тема. не, я согласен, да, не из ты еще мог бы каких-то других посторонних источников взять какую-то информацию. Но я еще глубже хотел бы сделать фильм. Я к чему? Возьмем опять же эту греческую цивилизацию во времена Эллады, там, Прометея. Вот. Я туда еще хочу. Бога, если Греция находится рядом с нами, я не думаю, что у нас не было с этими странами никакого контакта в те времена Байесом. Тот же самый по теории мифологии Прометей, он прикован был на Арарате, то есть, опять же, это ближе к Кавказу идет, то есть, я вот в те времена как бы хотел бы, это опять же получится как фэнтези мое личное какое-то, но вот в те времена мне более интересно, что происходило у нас. Это, Но просто мне кажется, именно на этот период информация у нас вообще по сути информации нет про этот период. Фактически, а вот уже ближе нам нужно искать, потому что письменность КР очень большая история утеряна у нас после еще и этого Тамерланаца. 90% имел Хамдуама Диадица. Поэтому у нас история не сохранилась. И на этот период исторически конструктив свои базис очень сложно будет произведение не, написать. согласен, конечно, но Сонде Мабо это будет мое какое-то фантазия, фэнтези, опять, ну, опять я бы хотел на основе моей фантазии вот, создать вот какое-нибудь вот такое, как бы сказать, произведение Да, в тех фантазия. временах. Он не имеет в виду точно исторические. Не, конечно, нет. Я же говорю И про... именно Это опять же связано с мифологией. Опять. Ну, И трое фильмов, он тоже на да, исторических не да, основан. да. Не сну, конечно. Это Это мифология. мифология, да. И все за женщиной произошло, кстати. На мифологии там интересно будет, конечно. Тойзин Хайзой. Давай, Пармат. Ты не очнулся, Пармат, наверное, заснул. Нет, Тесла. Жить в процессе. Хорошая Давай, идея, Артура, кстати. Локальный вот какой-то рассказ придумать, который ты еще локальный рассказ придумай, но ты как бы идешь в путешествие из наших Кавказских гор в сторону Греции, во времена все это происходит, этих мифологических персонажей. Было бы прекрасно и рассказ, если были бы, как бы сказать, имелся бы талант еще к придаче. Режиссера выучился. Давайте его спросим. Артур, что бы ты хотел бы снять, а? Какой фильм ты хотел бы снять? Если бы у тебя была возможность. О, это очень больной вопрос. Много, да? Все хотел бы Их снять. много. Все. Вот кроме фильмов ужасов, я, наверное, все готов снимать. И фэнтези, и фантастику, и драму, и боевик, экшен, комедию сложнее, но я бы взялся на сложнее, конечно. Это, наверное, самый сложный жанр. Это качественная комедия в кино. Но я взялся бы, я бы рискнул. Единственный жанр, который не интересен совсем, это ужасы. Вообще не интересно.
мне нравится жанр постапокалипсис, жанр мне нравится. кстати. Постапокалипсис прекрасно, киберпанк прекрасно. Мне нравится вот в кино все, кроме ужасов. Ужасы у меня, наверное, закончились на вот «Кошмар на улице Вязов», наверное, весь мой интерес там и остался. Я посмотрел и гештальт закрыл, и все. Артур, у тебя, видимо, роятся идеи в голове. Они, Ты готов. они не просто там роятся, они там еще умудряются личинки откладывать. Жесть, что творится. Давай тогда. Я вот книжки отзышу, попробуем, мне идею подкинуть, попробуйте. Давай Как тогда, бы я ну, блог... намекни, давай попробуем сейчас такой брейншторм сделаем совместный, давай. Представьте, что все вот эти персонажи из разных компьютерных игр там, или из фильмов, аниме, ну не все, но какая-то часть из них, их в реальный мир перевели и сгрузили на какую-то планету, вот живите, специально для них планет приготовить. Какие проблемы у них возникли бы? Ох, слушай, да миллион проблем, там, если говорить Но- практическим языком, там, начиная от общего языка понимания, то есть на каком общем языке им нужно. Не-не-не, представь, что вот проблемы, что покушать, что там говорить, там, это все решает вот какая-то сверхцивилизация, может это все решить. То есть там нет чисто вот характер и эмоции на этом уровне. Тоска по старому миру, вернуться, найти способ коммуникации. Не-не-не, их вместе с миром перевели. Ну, скажем Вместе так, с миром это поделили на как ты районы. себе это представляешь? Ну, вот представь, представь какую-то игру компьютерную, которую ты играл. Она же ограничена, вот эта игра, так? Да, open world, но он ограниченный, да. Да, вот там какое-то количество этих NPC, какое-то количество там этих игроков, там, ну, в данном случае ты один там, протагонист. И представь, что эти игроки, они разумные, то есть их снабдили искусственным интеллектом, какой-то квантовый, не знаю, компьютер сверхмощный, который генерирует и личности этих NPC, которые с тобой взаимодействуют, но кроме того, что которые с тобой не взаимодействуют, там какие-то жители, там какие-то рабочие, кто-то что же там мелькает, короче, как декорация. Но все равно это в какой-то стране, в каком-то городе это происходит. Теперь представьте, что какая-то высшая сила решила всех людей как бы вытащить наружу, вот этих реальных этих NPC, которые умеют думать, и на какую-то планету воспроизвела уже в реальности точно их мир и туда посадила, но ей возникает сразу проблема. Допустим, с тобой, они же ресурсы экономят, эти разработчики, они же не будут каждого NPC делать разумным. То есть те, которые с тобой взаимодействуют и участвуют в сценарии, они разумные будут. То есть, скажем так, сервер их будет делать этим. Но вокруг будет много ботов. Да, вот. И теперь у тебя задача создать для этих NPC планету, ты все воспроизводишь, что ты будешь с ботами делать, и если там с тобой по сценарию взаимодействует, ну, скажем, 23 этих разумных NPC, а все остальные просто боты, то как ты им в новой жизни их приспособишь? Ну, в первую очередь... Выселять обратно, выселять надо. Ну, Абаки, не сбивай нас, мы интересные проблемы лишь потом. ну, во-первых, должна быть какая-то цель в твоем мире, для чего я это делаю. Объясняю цель сразу лон. Освободить этих людей от вот рабства этого заключения в виртуальном мире. Там, дать им какие-то права и вывести наружу. Ну, в первую очередь, я бы каждому боту дал бы какую-то задачу, чтобы он был занят. Нет, я подумаю вот об этих 2 десятках реальных. То есть
думаешь, они же видят, что бот, и ты не можешь бот разумными делать, то есть тебе запрещено, только вот эти 20 этих ребят у тебя... Так я и говорю, неразумным ботом даешь как бы программу, которой он будет заниматься. Видите, вот какую-то деятельность он будет производить. Да-да. Вот разумные боты должны... Ну, опять же, у меня получится какая-то свой такой маленькое королевство, где будут боты неразумные, которые будут вечно работать над чем-то, и вот эти разумные как бы NPC, которые я поставлю над этим ботом, которые в свою очередь контролировали эти работающих неразумных ботов, так сказать. И по ходу действия я буду определять, что делать дальше. Сразу сказать. Трудновато. Какие проблемы там могут возникнуть? Артур, как ты думаешь, если ты понял сюжет? Множество. Если боты Согласен, что разумные. это множество, их там может быть очень много. А вообще, а какую цель мы определили? Без цели же не может это существовать мир, он будет скучный, даже самый красивый. Я объяснил тебе цель. Я Цель объяснил выбраться тебе цель. оттуда. Цель оттуда выбраться, правильно? Нет, у них-то никакой цели нет. Они свою игру играли по сценарию. Но какая-то высшая сила решила их, что они... Все, то есть боты, которые никогда не видели жизни, никогда не были живыми, никогда не отвечали, у них не было воли и выбора, и ничего. Нет, как раз-таки есть. Как раз-таки вот этих, которые по сценарию с тобой взаимодействуют, у них есть личности. То есть они разумные, но они программы разумные, понятное дело. Но поскольку ты не можешь по ресурсам всех же, то, допустим, у тебя какая-то фэнтезийная страна на 100 тысяч жителей, и там вот 2-3 десятка, которые по сценарию с главным игроком, с тобой как с игроком взаимодействуют, они разумные, а остальные просто программы, как боты. И вот какая-то высшая сила решила вот этих игроков вывести наружу. То есть воспроизвести им реальную жизнь. Типа они находятся в плену, имеют право полноценной жизни, жить снаружи, развиваться там и все такое. А окружающий мир какой им будет? Колонш, Хайлен, Амок, Бухботыш. Нет, если окружающий мир, он какой, враждебный или как ты его себе представляешь? Это высшая сила позаботится, что окружающий мир точно воспроизведет их страну, все, дома, все будет воспроизведено. То есть цель Хорошо, научить им дана функция прям, физического размножения, то есть они могут соединить. Все, да, их оживили полностью, скажем. Обычные проблемы такие же, как и вообще у человечества, все то же самое. Мы же практически в такой же ситуации живем. Боты-то их разумными делать нельзя. То есть у них есть ограничения. Вот эти 2 десятка, да, их можно. А ботами что ты делать будешь? Ну, Тесла, ты опять заставляешь пройти весь эту человеческую историю, там, начиная от рабовладения, вельможи, потом будут появляться свои какие-то элиты, будет появляться. Но я понимаю, что при этом всегда при тебе будут боты, которые неразумны, а ботов разумных ты должен научить, для чего это делается. Ну, опять же, придется придумать какую-то идеологию для этих разумных ботов, мотивацию какую-то, чтобы у них был какой-то стимул идти. Да, и проблема. Я как раз говорю, что у них возникает проблема, бесцельность их существования. Ты ее только что описал. Трудная задача. Тут человек не может справиться с этим. Боты научить. Да, зачем мы живем, в чем вообще суть, короче. То есть они начнут мучиться муками совести братьев Карамазовых. Тварь ли я дрожащая или право имею вож? Что ты думаешь, Артур? Ты у нас более... Не знаю, мне вводных не хватило. Как-то пока все... Да, я описал, пока вот оборвал. человечество у нас, в принципе, так и есть. 1% здравомыслящих NPC, а остальное
8 миллиардов ботов просто бездушных, бездумных. Ой, ты жестокий. Не могу не сказать, что есть правда твоих этих зерна А я истины. боюсь, в ходе вот этой деятельности у меня появятся свои любимчики, разумные боты, и такие, которых я как бы не перевариваю. Тоже, опять же, проблема может быть возникнуть. То есть, представь себе на месте революционера. Вот ты игрок бывший, и тебя вот на эту планету, где вот такое произошло. А там у них идет кровавая рубка, короче, они что-то там не могут они приспособиться к новым условиям существования. Ну, Ты видишь, их там, насчет этого у меня опыт хороший выживать, да, и вот в этих в открытых мирах. Я знаю, что я буду в первую очередь делать. Элементарное мумду, начну с элементарного. Там, пропитания, скажем, да, место жительства. Соответственно, исходя из этого, все развиваться потом. Делать все больше, лучше и комфортнее все это. Насчет этого у меня есть опыт, но я тебе не могу сейчас сразу все сказать по шагам. Представь, что ты играл в эту игру, а ты как бы он идешь, и ты туда попал. Я играл в эту игру, Да, в реальности. мне дали там, скажем, 5-6 человек по паре, скажем, там, женщина, мужчина. Мне нужно было построить деревню, мне нужно было построить дома, то есть мне нужно было построить дома, создать сельское хозяйство, на этом сельском хозяйстве сделать бизнес, то есть соседними такими же игроками, которые, как я, это мы все делаем open world и онлайн происходит. Но у каждого игрока своя деревня на этой карте, на этом сервере, скажем, да. Я когда чуть-чуть развился, у меня рождаются дети у этих NPC, кстати. Я их, в свою очередь, учу каким-то быть там, землепашцем, я не знаю, кузнецом, или он просто носит воду, скажем, да, или кто-то колет просто дрова. Также шахтеров ставлю на какие-то шахты. То есть там фантазия безгранична. Шахтер, да где он, то есть я неделю назад попытался и чат GPT, имидж генераторик, я говорю ему, нарисуй мне, то есть или создай мне картинку с Белоснежкой, которая находится в шахте и принесла обед своему отцу-шахтеру. И лица у них вымазаны угольной пылью, и от этого они выглядят, короче, такими чумазами. И он, не знаю, секунд 10 думал, потом говорит, не могу по этическим соображениям. Как ты думаешь, в чем там проблема? اصلح هاي версия حقيقة وحيزة Чтобы не обидеть чернокожих, не обидеть шахтеров. Вот я вот тоже не знаю, вот почему это он мне отказал. В чем он, как отказался он? По этическим соображениям не могу, бац, и все. Ну, выглядит чумазом, как бы это унижение. А запрос подозрительному бацу. Причем без унижения? Почему Белоснежка не может своему отцу-шахтеру отнести Она обед? Белоснежка, а отец вымазан, а вдруг он чернокожий, а это Белоснежка. Белый и черный нельзя сопоставлять. А Тесла, видимо, GPT-чат до сих пор не может отойти от скандала, который недавно снял Дисней, связанный с Белоснежкой. Он, наверное, Да, там с Белоснежкой, Big Я Deal. тоже, видишь, ты правильно сказал. Да, скорее всего, с этим связано.